Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения старая добрая программа «Один из нас», которую огромное количество уже времени с большим удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И одна из, скажем так, постоянных тем нашего цикла – это своего рода предостережение людей от, скажем, необдуманных действий, которые могут стать причиной, скажем, потери имущества, каких-то сбережений. Особенно это актуально в последнее время, когда силы, скажем так, киберпреступности, они получили новые технологии, они получили новые возможности, получили, можно сказать, даже кадровую подпитку в виде хорошо обученных, проверенных, молодых зачастую людей, к сожалению, которые пошли не в ту сторону. И наш собеседник сегодня Михаил Гуляев, уполномоченный, получается, да? Начальник отдела. Начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями. Давайте представьтесь, капитан полиции. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Начальник отдела управления по борьбе с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Саха-Якутия Гуляев Михаил Петрович. Отлично. Прежде всего, когда мы начинали весь этот цикл с Матвеем Васильевичем и другими, да, с Альбиной, вашими коллегами, отрадно было то, что структуру правоохранительных органов выделили внутри своей структуры целое подразделение, которое специализируется на предотвращении и раскрытии преступлений именно в этой сфере, да, которые, еще раз говорю, последние 3 года стали превалирующим, наверное, скажем, видом преступлений, направленных против граждан нашей не только республики, но и страны. Да? Но справедливости ради скажу, что мошенничество, тем более с применением, скажем так, терминов, которые присущи новым технологиям и так далее, они присутствовали всегда. Согласитесь, да? То есть они были и в прошлом веке, они были и в начале нулевых годов. Тогда очень бурным цветом расцветало, скажем так, компьютерные какие-то технологии, информационные технологии, которые были, зачастую, скажем так, пользовались большим спросом. Да? И люди, которые имели преступные наклонности, они очень часто пользовались тем, что у людей есть интерес к информационным технологиям, ко всему прочему и так далее. Преступность мимикрирует, она трансформируется, она приобретает всевозможные совершенно различные формы. И мы сегодня лучше давайте поговорим о природе таких явлений, как, обычное телефонное мошенничество, да, когда с карт граждан, со сбережений граждан уводятся определенные средства. Об этом мы очень часто говорили, о том, что какие данные нельзя передавать и так далее. И свою задачу мы будем считать выполненной, когда каждая бабушка будет знать, что сотрудники банка ни в коем случае не пользуются мессенджерами. Это прежде всего. Да? Им просто запрещено по служебным, скажем так, обязанностям. Что не бывает, скажем так, сотрудники тех структур, которыми представляются мошенники, не могут в обычной жизни звонить обычным гражданам и спрашивать за счет их накоплений, сбережений и так далее. Но у нас есть, выделим особую группу, которая называется инвесторы. Да. Выделим, да? Да. Давайте выделим. Как вы видите срез картинки в республике, которая складывается на текущий момент. Мы говорим с вами в конце марта 2024 года. Давайте. Да, если бегло пройтись по статистике, у нас, в 2023 году произошел рост буквально пугающие цифры на 30%, да, ущерба, связанных с дистанционными хищениями накоплений граждан. Причем он составил порядка 1 миллиарда рублей. Это выше, чем в 2022 году, на примерно 300 миллионов рублей. Если в том году самый, так скажем, популярный и распространенный способ и вид дистанционного мошенничества был, как вы сказали, это звонок под видом банков, банковских работников, сотрудников правоохранительных органов,
то в 2024 году, когда уже зарегистрировано свыше 465 преступлений, зарегистрировано по итогам 2 месяцев, из них 267 это являются дистанционными мошенничествами. Ну, то есть возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса. И что нами замечено, значительную часть из них составляют мошенничества, связанные с инвестициями. Этот вид мошенничества выделяется тем, что ущерб по ним, он ничем не ограничен. То есть жертвы, преступники ведут, так скажем, жертв могут вести несколько месяцев. Жертва ни о чем может не догадываться, в отличие от мошенничеств, связанных под видом работников банков. Да? То есть человек просто... Доверяется другому человеку. Да, доверяется какой-либо организации. С чего это начинается? Это начинается с того, что ввиду складывающейся экономической ситуации в стране, естественно, население, еще стоит отметить популяризацию пассивного дохода для граждан, популяризация криптовалют в повседневной жизни. Человек начинает, просто заходит в интернет, он постоянно пользуется интернетом, начинает интересоваться в способах пассивного дохода. Мотивация простая, увеличить собственный доход, помочь родным и близким. Один раз ввел в каком-нибудь распространенном поисковике пассивный доход, высокие проценты, инвестиции, биржа, криптовалюта. И ему там выскакивает огромное количество предложений, все они заманчивые. Тут подключается таргетированная реклама, так называемая, когда всплывают окошки и формируется портрет уже о человеке, о чем он интересуется. Да? И все это приводит к тому, что человек регистрируется на какой-либо площадке, на интернет-сайте. Сайт выглядит очень красиво. Может быть, многие видели, наверное, интернет-сайты, какие-нибудь биржи, где торгуют ценными бумагами, криптовалютами, все в графиках, все шевелится, все работает. Человек это видит, естественно, он хочет стать частью этого, потому что это что-то, так скажем, модное, и действительно рабочее. Он проходит регистрацию, оставляет свои контактные данные, персональные данные. И, естественно, человек, так скажем, начинающий трейдер, он регистрируется, и через некоторое время поступает звонок. И представляется специалистом, финансовым менеджером какой-либо международной большой-большой организации. И проходит просто опрос сперва. Опрос, насколько человек осведомлен о биржевой деятельности, о торговле, о криптовалютах. То, что соответствует профилю интернет-сайта. Да? Они формируют первоначальный портрет и могут даже организовать обучение. Обучение может длиться неделю. Есть живые примеры этому. Может в режиме видеосвязи по известным мессенджерам. Человек обучается, видит то, что к нему проявляет интерес, естественно, начинает доверять своим уже партнерам, через которых он планирует улучшить качество своей жизни, узнает много этих умных терминов, плечо, брокер, управляющий, биржа и так далее, получает какие-либо основные сведения. Потом ему предлагается, произвести стартовый взнос. Стартовый взнос, как правило, стартовый портфель, стартовый кейс, предлагается небольшую сумму, так скажем, $100, 10 тысяч рублей, чтобы не спугнуть жертву. И предоставляют, по имеющимся, по практике, предоставляют все равно банковскую карту физического лица. Какого-нибудь какого-либо крупного банка российского. Тут, естественно, сразу же должен быть вопрос, почему я зарегистрировался на крупный
на сайте крупной международной компании, и чтобы произвести какой-то взнос, я отправляю деньги другому физическому лицу. Они это объясняют тем, что в условиях существующих санкций, да, в отношении Российской Федерации невозможно приобрести какие-либо акции иностранной организации, и необходимо перевести деньги в криптовалюту, для чего перевести деньги на карту физического лица, который уже приобретет цифровую валюту. Да. Здесь после отправки, ну, скажем так, возьмем 10 тысяч рублей, да, стартовый, он отправил, естественно, человек волнуется. Это для него новое, это для него что-то волнующее, естественно. Но он наблюдает это, заходит на свой личный кабинет, который ему уже до этого организовали, и наблюдает то, что его личный кабинет пополнился на 10 тысяч рублей, 100 долларов. Ну, как правило, там в иностранных валютах все, да? На следующий день он видит, то, что его 10 тысяч рублей, скажем, превратились уже в 12 тысяч рублей. То есть ему какую-то часть возвращают, да, чтобы не спугнуть? Бывало то, что и возвращали. То есть он видит 12 тысяч рублей и видит то, что эта система работает. Когда интересуется, возможно ли вывести, ему уверяют, что ну, у тебя тут 12 тысяч рублей, кого смешить тогда, зачем выводить? Вот завтра произойдет, у нас есть инсайдерская информация, то, что завтра произойдет какое-то вопиющее событие в мире, и подлетят котировки, и либо стоимость какой-либо криптовалюты. Вы предлагают, вот возьмите кредит, насколько возможно, мы вам поможем, если вы даже не работаете. 3 миллиона. Эти 3 миллиона вы через неделю закроете, и у вас еще останется 2. Человек, естественно, очень заинтересован в этом, он думает. Преступники в это время подключают все возможные свои инструменты вот так называемой социальной инженерии, все это подключают в работу, они постоянно воздействуют на него. То, что времени осталось мало, если он сейчас это не сделает, то у него никогда уже шанса не будет. Все будут смеяться над ним и так далее. Оказывает очень сильное давление, потому что это надо сделать прямо здесь и сейчас. Человек под видом этого в стрессе, он находится постоянно в стрессе, может даже не в негативном, а в каком-то положительном стрессе, потому что вот он настал какое-то явление в жизни, которое может все изменить. И под воздействием мошенников он берет на свое имя кредиты, заемные средства, занимает у родственников под разным видом, и все это отправляет туда, куда ему скажут. То есть, опять же, на банковские карты физических лиц. Потом он наблюдает в своем личном кабинете уже 3 миллиона, которые через неделю превращаются в 5, как было обещано. Он расслабляется и думает, что он эту систему выиграл, он выиграл эту игру. Но когда он начинает заявлять о том, что планирует вывод средств оттуда, потому что у него настал какой-нибудь очередной платеж по кредитным обязательствам, то тут включаются мошенники, они говорят, чтобы вывести средства, необходимо заплатить налог, чтобы вывести деньги из офшоров, из Сейшельских островов, там откуда-то, да, начинают небылицы всякие говорить. Необходимо процент от этой суммы. Процент там составляет, сумма крупная, там 400 тысяч. 400 тысяч где он берет? Он опять обращается в банк или к близким и пополняет свой счет на 400. Они ему говорят, что мы, извините, тут ошибка произошла, мы 400 тысяч положили на ваш брокерский счет, но не перевели в местную налоговую систему, и вам необходимо еще 400 тысяч взять. Деваться некуда, у него уже там на счету около 4 миллионов, около 6 уже там миллионов рублей светится. Он берет еще один кредит. Здесь включается, опять они перевели, заплатили налоги. Сейчас нужно подумать на самом деле у них этих предложений очень много. Там инкассация, нужно инкассировать эти деньги, потому что такие суммы никто не вывозит. Он еще готов пополнить на 200, на 300 тысяч рублей. И так может длиться вечно, потому что вместе с тем он наблюдает, что его сумма растет,
и что есть какие-то перспективы. Ну, на моей личной практике максимальный ущерб, это было в 2020 или 2021 году, то есть довольно давно, да, жительница республики в общей сложности перевела свыше 36 миллионов рублей. Свыше 36 миллионов рублей, причем которые она похитила, сама была осуждена и понесла наказание. И все это вот благодаря вот таких вот инвестиционным мошенникам. Когда потерпевший уже начинает паниковать, что у него никак не может вывести сумму, начинает с ними ругаться, ну и те уже на какой-то стадии обрубают концы, потому что максимум выкачали, так скажем, из своей жертвы и, естественно, уже обращаются в правоохранительные органы. Что мы видим? Мы видим переводы на банковские карты физических лиц, приобретение цифровых активов. То есть действительно происходило, допустим, вот взять недавний случай, у нас житель республики действительно под воздействием мошенников приобрел цифровую валюту на сумму более 5 миллионов рублей на настоящей действующей криптовалютной бирже. То есть у него действительно были эти криптоактивы, но ввиду того, что граждане не совсем понимают, то, что рынок криптовалют он очень опасный, в том, что там кишит буквально злоумышленниками, преступниками, мошенниками. Вывод криптоактивов произошел не в пользу него, а в пользу других лиц. То есть криптовалюта ушла на криптокошельки, они анонимные полностью, ну и в дальнейшем выведены, естественно, за пределами Российской Федерации. Но, конечно, сейчас нами, в том числе нашим подразделением и другими правоохранительными органами, развивается вот работа по цифровым финансовым активам, и узнать, кто истинный владелец какого-либо кошелька, сейчас является возможным. У нас есть положительная практика в этом, во взаимодействии с иностранными организациями путем. У нас есть Национальное центральное бюро Интерпола, в плотном взаимодействии мы получаем сведения от криптовалютных бирж. Стоп. Несмотря на санкции, правоохранительные органы продолжают получать, как и спецслужбы, так и правоохранительные органы продолжают обмениваться какими-то данными с иностранными структурами, да, с которыми, тоже... Безусловно, но это касается официальных и легитимных бирж. Они сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляют информацию, потому что в этих биржах очень много клиентов из России. Некоторые биржи, они работают исключительно в России, поэтому какие-либо сведения мы получить можем. И вообще блокчейн, вот эта вот система, в которой осуществляются транзакции криптовалют, она полностью прозрачна. Она прозрачна, за исключением того, что вот мы видим два адреса, да, что один перевел другому 1000 или 100 биткоинов, мы просто не знаем, кто их владельцы. Нам надо установить финансовые связи, кому принадлежит, и уже запрашивать сведения оттуда. Клубок санкций же, несомненно, касается и полутеневых, скажем так, вот этих вещей, да, тех же криптовалютных структур и так далее. Да, потому что Binance, крупнейшая биржа, она, по-моему, вот информация последних дней отказывается уже от работы с держателями, как назовем, счетов, кошельков, да, из России. Такие сведения были, но Binance как раз-таки, с ней налажено довольно плотное взаимодействие. Они предоставляют всю необходимую информацию. Естественно, по гражданам России. То есть вот все, что вы рассказали, это реальные, основанные на реальных событиях вещи, которые вот гражданин, допустим, Иванов Иван Иванович пришел, сначала положил 10 тысяч, потом доложил 3 миллиона, видит на своем вроде профессионально сработанном интерфейсе, да, накопление в 5 миллионов, потом начинает их, скажем, подпитывать, чтобы вытащить вот эти вот, по сути, его деньги. Да? Да. Так же получается. И задача мошенников, скажем, побольше выкачать
Да, задача мошенников побольше, максимально много вытащить из человека и, ну, естественно, с помощью вот этих вот красивых интерфейсов максимально запутать человека. Потому что, ну, этот сайт является, ну, просто подделкой. Он полностью контролируется преступниками, они сами рисуют, когда ведут человека, они сами просто ему вот, вместо 500 тысяч, 550, чтобы он увидел на том конце провода. Михаил Петрович, ну, обычно же у людей, особенно у жителей нашего региона, я вернусь еще к теме, к жителям нашего региона, да, у людей, где мы живем и кто мы такие, чтобы на нас вот такие большие воротилы, скажем так, теневого бизнеса обращали внимание. Да? Но происхождение денег и, скажем, геолокация денег, она никого не волнует. Есть они главное, а что с ними делать, это уже прерогатива, скажем так, не совсем в правовом поле действующих лиц. Да? Поэтому, где бы ты находился, в Буркина-Фасо, да, в Якутии, в других каких-то, Казахстане, все равно ты под прицелом вот этого, ну, скажем так, транснационального какого-то сообщества преступников получается. Да, правильно. Киберпреступность сейчас вообще не имеет каких-либо границ межгосударственных и так далее. То есть как работает по России, так же и работает по другим странам. И вывод осуществляется, ну, если брать те же цифровые, да, активы, если они имеются, их можно вывести или продать в абсолютно любой стране, в любой точке земного шара. И этим, естественно, усложняется работа правоохранительных органов в части раскрытия, потому что это все не то что межрегиональное, это уже межгосударственное, транснациональное, как вы сказали, да, транснациональный уровень. Естественно, все это усложняет работу правоохранительных органов, но это дает толчок на максимальное взаимодействие с коллегами, ну, из других правоохранительных органов, иностранных государств. Поэтому работа в этом плане активно ведется, и руководством МВД это все организуется. Ну, ни для кого уже не секрет то, что организация ну, вот именно на достаточном уровне вот того же дистанционного мошенничества, она организована за пределами России. Для того, чтобы, естественно, они не могут напрямую работать, звоня оттуда, да, вот, гражданам России и инициируя прямые переводы денежных средств между государствами. Такого они не могут. Естественно, они пользуются услугами Теневых структур. Теневых вот таких вот сегментов интернета. Там у нас тоже в России действует организованная группа, которая именно заточена на вывод средств. Вывод средств, легализации. То есть вот есть организация, у нее есть доступ и возможность регистрировать банковские карты на территории России. Вот в республике, слава богу, это не распространено, но в крупных регионах России и существует серьезная проблема вовлечения молодежи и, ну, иных, да, слоев населения, ну, так скажем, не совсем благополучных, да, в дроперство так называемое. Дроп — это человек, который оформляет на себя банковскую карту и передает ее третьим лицам. Естественно, за вознаграждение. Вознаграждение там, ну, оно несопоставимо с тем, какая за это ответственность он понесет. Потому что, продав свою банковскую карту за 10 тысяч, там, 19-20-летний парень, студент какого-нибудь местного колледжа, подписывает себя на то, что, вот, допустим, как мы ранее говорили, что в этот момент происходит развод по инвестициям, скажем, да, жителя Республики Якутия, и он отправляет 500 тысяч как раз-таки на банковскую карту вот такого вот студента, который находится в пользовании уже третьих лиц, который осуществляет снятие. И все это организовано таким образом, чтобы запутать след. В этой цепочке могут участвовать очень много банковских карт, там 5-10, да, прежде чем они будут выведены в пользу организаторов. Как правило, сейчас это все происходит с использованием криптовалют. На какой-то стадии приобретается криптовалюта. Потерпевший, пострадавший от незаконных действий, скажем, третьих лиц, вот это Иванов Иван Иванович, который свои 5 с лишним миллионов пытается вывести, когда понимает, что наступил так называемый скам, да, ну, или
финита ля комедия, да, назовем проще, он обращается к правоохранительным органам. Каковы шансы того, что он получит назад свои средства? Получит назад свои денежные средства, да, это первостепенная задача правоохранительных органов, это возмещение ущерба, да. Ну, возмещения ущерба нет. Это прерогатива финансовых структур, которые, скажем, производят эти операции. Да? Ваша задача, наверное, найти, связать вот эти концы и доказать то, что были совершены противоправные действия. Я прав? Да, наша задача оперативно отреагировать, и действительно были в практике случаи, когда ну, вследствие оперативного реагирования на такие происшествия, это все связано с выездом в другие регионы, естественно. Это не в республике все происходит. Мы выезжаем в другие регионы, устанавливаем этих лиц, и да, были такие случаи, когда преступники не успевали вывести денежные средства, и вся наличность, ну, либо ее большая часть, она изымалась у вот этих вот групп, которые организуют вывод денежных средств. То есть это наши соотечественники из крупных регионов, где организованная деятельность по дроперству. То есть чем быстрее человек, пострадавший от незаконных действий, обратится в правоохранительные органы, тем у него шанс увеличивается. Да? Да, конечно, потому что, как я говорил, банковская карта, она находится у третьих лиц. Ну, при первоначальной проверке нами устанавливается то, что владельцем является, допустим, такой-то, такой-то человек. Естественно, мы можем подозревать, что съем денег осуществлял не он. Михаил Петрович, смотрите, вообще мы смотрели фильмы, да, замечательные фильмы, «Уолл-стрит», к примеру, да, «Волк с Уолл-стрит» там, и так далее. Вся инвестиционная деятельность – это прерогатива очень закрытого сегмента лиц, которые специализируются, являются топ-специалистами в финансовых структурах. Да? То есть они на уровне интуиции и так далее позволяют оперировать законами, которые на бирже происходят. Ведь биржа – это на самом деле вполне официальный инструмент, на котором человек, может определенным моментом предугадав, выиграть какие-то. Вот торговля голубыми фишками и так далее, это же не уголовно наказуемое, не это. Но распознать вот этот, скажем так, вид инвестиционной деятельности, да, от мошеннических действий бывает зачастую трудно. То есть преступники же, они мимикрируют притворяются совершенно официальными структурами и тому подобное. Да, правильно. Вот все операции, да, и к торговле на бирже допущены не все. Брокер, которым представляются мошенники, да, является посредником между трейдером и биржей. Да, он вправе осуществлять финансовые операции на бирже, и все это должно проходить через него. Брокеры, они имеют лицензию Центробанка. В Российской Федерации они должны все состоять в перечне организаций, допущенных к брокерской деятельности у Центрального банка России. Он строго ограничен. Там есть список организаций, это, как правило, банки. Они вправе вести финансовую деятельность на рынках. Те организации, которые осуществляют рассылку по потенциальным потерпевшим, стоит просто много раз подмечал то, что если бы жертва проявила немножко бдительности, да, на первоначальном этапе, просто в поисковик вбила название организации, там, как правило, в 80% случаев выходят сразу же негативные отзывы, негативные оценки, и прям расписываются случаи мошенничества от и до. Поэтому это могло предотвратить на самом первом этапе. Окей, биржи и околобиржевые структуры. Да? Мы поговорили еще раз. Люди могут потерять очень много. То есть, как вы сказали, лимитов нет. Да? То есть, у человека есть, допустим, накопление в виде 1,5 миллиона, он сверху берет еще кредиты и так далее, наращивается до 40 миллионов может дойти, да? И он все это потеряет. И будет должен, скажем, финансовым структурам еще порядка 39 миллионов. Да? Хорошо. Есть же еще неприкрытая инвестиционная, в
в кавычках деятельность, да, со стороны медийных лиц, блогеров, каких-то там коучей и так далее, которые, ну, заманивают квартирами в Дубаях, да, к примеру, да, там недвижимость в странах, где не действуют санкции, к примеру, да, очень задействованы завлекухи типа Турции, Казахстана и так далее. Люди, которые говорят: ой, вот тут мы в России-то ничего не можем, да, а там же, в принципе, пока, ну, еще можно, начинают вкладывать. То есть направление Турция, Казахстан у нас очень сильно развито. Да, и причем, еще раз говорю, там работают не только вот эти анонимные сайты, которые притворяются какими-то финансовыми структурами, да, но работают вполне такие осязаемые лица, физические. Гражданин Икс, допустим, которого там 160 тысяч подписчиков, он говорит: а давайте вы мне скинете по миллиону, да, я вам выведу в течение месяца, допустим, по 1,5. Таких предложений было море, да? Кто-то потом даже извинялся за то, что обманул там и так далее. Вот с этими как быть? Ну, заниматься инвестиционной деятельностью все равно мы не запретим, но таких личностей, вот, которые, публичных личностей, блогеров, конечно, стоит опасаться и подходить к предлагаемым им услугам очень осторожно, потому что, да, они предлагают вложиться в то же строительство где-нибудь в Объединенных Арабских Эмиратах, да, но гарантировать безопасность этой сделки никто не может. Вот, как я говорил, вот есть перечень организаций, да, которые могут гарантировать безопасность всех сделок. Кроме них гарантировать эту безопасность никто не может. Поэтому это только на свой страх и риск передавать денежные средства таким личностям. Да, это все подкупает. У него там миллионы подписчиков, снятые публикации, как он отдыхает в люксовых отелях, да, за границей. Это все, естественно, подкупает простое население. И мы сталкиваемся с такой проблемой, да, и были случаи, когда блогеры у нас тут, местные даже блогеры, завлекали население, да, опять же, в эти инвестиции криптовалютные. И теряли они свои накопления. В итоге все равно обращались в правоохранительные органы. Но потом выяснялось то, что человек, который собирал деньги, он сам является жертвой мошенничества, просто он сам пошел, и у него есть определенные подписчики, да, у него есть возможность собрать это от людей, не только от себя, да, но еще и от людей, и перевести в 100-кратную сумму, что перевел бы один, в пользу, опять же, преступных групп. Ну, то есть это некий верхушка айсберга, который находится на виду. Да. А все, что, скажем так, скрыто под темными водами, это остается скрытым. Михаил Петрович, я еще раз, как тот Волан, да, я поражаюсь, что людей очень испортил квартирный вопрос. Да. Не только квартирный, но вообще финансовый. Я еще раз понимаю пенсионеров, которые хотят, ну, получают они, скажем так, очень небольшие суммы социальных выплат и хотят немножко, ну, улучшить свою жизнь, да, тоже как другие, скажем так, ту же Турцию и тому подобное. Я отлично осознаю, что когда я захожу в кафе, извиняюсь, бюджетный кочевник, да, чтобы перекусить между работами, и там собирается круг бабушек старше 60 лет, да, и когда я слышу массово в течение 3 минут там раз 60 слова криптовалюта, это сюрреализм, этого не может быть, потому что, ну, криптовалютой, еще раз говорю, занимаются такие профессионалы такого иного совершенно толка. Они не удел, скажем так, лезть, я выражусь очень жестко, возможно, жестоко, со свиным рылом калашный ряд абсолютно не стоит заходить. Потому что во все времена, когда даже деньги существовали в бумажном виде и так далее, до появления всех этих цифровых валют и прочего, удел инвестиций, это был всегда уделом таких очень избранного круга людей. Я еще раз говорю, я очень хорошо понимаю те слои населения, которые хотят улучшить жизнь. Но самое безопасное в наших условиях, когда вы не хотите просто лишних проблем,
это остаются банковские вклады, застрахованные соответствующими структурами, которые страхуют вклады. Да? То есть если у банка отзывают лицензии, страхующая компания просто выплачивает вот эти вклады. А процентная ставка, к сожалению, сейчас плавает, на текущий момент составляет примерно 12%, 12-13% годовых. Да? Это официально зарегистрированный уровень дохода, который вы можете получить без риска потерять свои сбережения. Я прав? Да, правильно. Но все равно будет существовать определенная категория людей и определенные предложения, которые нацелены на такую категорию людей, которые готовы рискнуть, да, и вложить, попробовать улучшить свою жизнь. Такие люди всегда, к сожалению, будут. Наша цель какая? Наша цель не только правоохранительных органов, да, но и других заинтересованных государственных органов, организаций на всех уровнях, да, это повышение уровня финансовой грамотности населения. Потому что вы сказали, вот бабушки собрались, обсуждают криптовалюту. Естественно, настораживает. Это настораживает. Я не знаю, может быть, они действительно являются гуру криптовалютного мира, да? Но, конечно, в основном по практике это, опять же, является влияние извне, влияние сети интернет, да, популяризация криптовалют, опять же, как сейчас работает интернет. Если она заинтересована в этом, ей только такие подобные публикации и демонстрируются во всех социальных сетях. Таргетированно. Таргетированно, да. Куча блогеров, куча вот этих вот, опять же, пальм, дубайских небоскребов. Все это, конечно, подкупает, все это воздействует на человека, да. Естественно, каждый человек хочет улучшить свое состояние. Каждый вообще. Нет такого, который не хочет, да. Но нам необходимо улучшать именно финансовое воспитание. Финансовое воспитание, информационное, да, где можно черпать информацию, где нет. Сейчас это очень актуально в условиях, так скажем, информационной войны, да, направленной на нашу страну, вбросов и ненужной, и, более того, вредоносной информации сейчас очень много. Поэтому необходимо население, не только население, это касается вообще и семейных отношений, да, в коллективах, во всех существующих коллективах необходимо прививать то, что сознательность. Если мы видим то, что коллега или тетя или чья-нибудь там, не знаю, бабушка, да, чем-то занимается, что-то утаивает, как это обычно бывает, да, что-то утаивает, постоянно просит денег взаймы, это уже нужно самим инициировать такую живую проверку, да, чем она там занимается, проявить сознательность. Вот у нас куча случаев было, да, не куча, конечно, но были случаи, которые после которых можно гордиться нашими молодыми людьми. Просто шел молодой парень, увидел, около банкомата стоит бабушка. Бабушка с такой кучей налички, и все это пытается загрузить в банкомат. Все это происходит там в 9 вечера, в 10 вечера в одном из торговых центров Якутии. Парень не стал проходить мимо, он сам пристал к этой бабушке, она еще в левой руке телефон держит и пытается совершить операцию. Сумка у нее вся в наличке. Проявил сознательность и предотвратил преступление. Преступление, в принципе-то уже совершено, но предотвратил изъем денежных средств. Да, предотвратил негативный исход. То есть женщина, она не потеряла деньги. Она на связи была с телефонным мошенником, она сказала, тут ко мне какой-то парень подошел, ей там на том конце провода сказали, выгоните его, скажите, что переводите деньги родственнице. Вы кому переводите? Он говорит, родственнице. Дайте телефон. Телефон это просто насильно отобрал и сам вступил в диалог. Там трубку бросили и все. Таких случаев они есть. Я еще раз говорю, я не совсем разубежден в нашем народонаселении. Да, и очень хорошо, что есть такие случаи, когда такие сознательные молодые люди, они
предотвращает социальные драмы. Ведь не секрет, что вот эти бабушки, которые оперируют очень часто словами криптовалюта, биржи и так далее, они в первую очередь заставляют страдать своих родных и близких. Ведь круг их общения, вот у кого есть деньги живые, причем в значительных объемах, это их близкие родственники. Да? Я очень рад, что еще раз правоохранительные наши органы, вот, шаг за шагом убеждаюсь, они открыты, они идут навстречу для того, чтобы разъяснять на любых уровнях, там, от кухонных каких-то посиделок, заканчивая там вполне официальными государственными изданиями, да, те шаги, которые помогут, еще раз, людям жить с меньшим количеством проблем. Потому что киберпреступность, цифровая безопасность на текущий момент – это именно та ахиллесовая пята нашего государства, которая может вызвать какие-то очень негативные социальные явления. Да? И чем больше мы убедим бабушек в том, что не бывает каких-то там бешеных процентов, там 500, 100 даже процентов годовых и так далее, а недаром же государство, оно регулирует денежные отношения, исходя из определенных нормативных актов, которыми регулярно выступает центральный регулятор всех финансовой деятельности. Это Центробанк. Да? И там прописано, годовая ставка у нас там 14%. Все, что выше этого, уже, скажем так, не то, что подлежит сомнению, на самом деле можно сделать больше, там, и 100% вложений там, и так далее. Но это если ты обладаешь определенным положением, рычагами, структурами даже. То есть если у тебя есть возможность оперировать там, с миллиардами, да, то ты большая вероятность того, что ты сделаешь миллионов на 100 больше вложений, потому что это деньги привлекают деньги. А когда человек с доходом там, 25 тысяч социальных выплат начинает привлекать заемные средства и все это вкладывать в непонятные какие-то структуры, это, друзья мои, это совершенно не дело. Я благодарю Михаила Петровича за, на самом деле, интересный рассказ, потому что чем еще раз примеров больше, как действуют мошенники, как действуют те люди, которые посягаются на ваши средства, тем мы вооружение против людей, которые, просто говоря, нам не друзья. Это программа «Один из нас». Увидимся.